Еще в самом начале военной кампании 1812 года французы стали выделять в рядах русской армии необычных воинов. Очевидцы вспоминали: башкиры с громкими криками окружали наши эскадроны, осыпая нас тучами своих стрел, и носились вокруг точно рой ос, доставая нас повсюду. За экзотическое оружие французские солдаты дали им прозвище «Северные Амуры». Основным оружием башкирских и калмыцких казачьих полков было традиционное национальное вооружение – пики, лук и стрелы, которыми они владели виртуозно. В сражении такие воины передвигали колчан со спины на грудь, брали 2 стрелы в зубы, другие 2 клали на лук и пускали их мгновенно, одну за другой. Их своеобразная внешность, оружие, посадка в седле, их кони, горячие и гордые, походные костры, похожие на становища древних степных кочевий, стали предметом многочисленных баек и небылиц. Французские генералы сначала насмешливо относились к экзотическим полкам, называя их скифскими всадниками, но вскоре на горьком опыте убедились, что это опасные противники. В ходе партизанской войны степная кавалерия показала свое неоспоримое преимущество. Ее тактика имела много сходного с тактикой несения службы на границе: нападение из засады, длительное преследование, сторожевая служба, конвоирование. Башкиры и калмыки были привычны к суровой осени и зиме. Их лошади добывали корм из-под снега и легко переносили тяготы похода. А лук и стрелы можно было использовать в дождливую и сырую погоду, в отличие от огнестрельного оружия. При своем отступлении в Европе Наполеон распространял слухи среди населения, что башкиры и калмыки питаются своими врагами, предпочитая детей. Русские офицеры вспоминали: одежда и вид башкирцев, которые входили в Гамбург, действительно поразили немцев. Но вскоре невинное простосердечие этих людоедов совершенно рассеяло всякий страх. В башкирском фольклоре сохранилась песня про Кутузова. Она называется «Любезники Любизар». Перед заграничным походом русской армии Кутузов обратился к башкирской коннице с речью. Первыми его словами были: «Любезные мои башкирцы». В те времена мало кто из степных всадников понимал русский язык, но начальное слово запомнилось и породило народную песню.